Добрым утром, дорогие телезрители! Вы смотрите главный канал Якутии, и мы начинаем новый день. Сегодня на календаре 29 сентября, вторник. А по народному календарю сегодня день осеннего одиночества. Но я вас прошу, ни в коем случае не грустите в этот осенний день, даже если вам кажется, что вы одни. Ведь вы не одни, мы с вами. В этом новом телесезоне мы подготовили для вас много интересных и новых телепроектов. А главное, оставайтесь на нашем канале, и скучать вам не придется. А прямо сейчас давайте узнаем, какая же погода нас ждет сегодня. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных Улусах в 6 часов утра температура воздуха составила плюс 4,0 градусов, днем до 8 градусов тепла. В Заречье утром плюс 1,6, днем плюс 7, плюс 9. В южной группе Улусов в 6 часов утра плюс 1,2, днем плюс 6-7 градусов тепла. В Вилюйской группе Улусов в 6 часов утра плюс 5-7, днем до 8 градусов выше 0. В Нижнеленских Улусах в 6 утра плюс 1-2, днем плюс 4-5. В Западных Улусах плюс 4-8 утром, днем до 10 градусов тепла. В Колымо-Индигирских Улусах утром плюс 2, плюс 6, днем до 10 градусов тепла. В Янских Улусах минус 2, плюс 2 утром, плюс 3, плюс 5 днем. В северо-западной группе Улусов 0, минус 1 утром, днем до 2 градусов тепла. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха составила 2 градуса тепла, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, днем ожидается до 10 градусов выше 0. Видеотур по кампусу сняли студенты из стран Африки для тех, кто еще не приехал и учится онлайн. Идея принадлежит студенту 5-го курса медицинского института СВФУ Метьюсу Чуши из Замбии. В Северо-Восточном федеральном университете учатся свыше 30 африканских студентов. Особенно популярным направлением является медицина. Студент 5-го курса медицинского института Метьюс Чуши из Замбии в 2015-м стал первопроходцем из Африки в СВФУ. Поначалу было трудно, так как климат здесь был слишком холоден для меня. Я испытал настоящий шок и чуть не уехал обратно. Но люди здесь добрые, гостеприимные, и со временем я привык. Могу смело сказать, что Якутия стала для меня вторым домом, отмечает студент. Метьюс Чуши хочет стать врачом-эпидемиологом. Студент занимается наукой. Молодой человек вместе с однокурсниками написали работу по микробиологическим характеристикам йогуртов, реализуемых в Якутске. Приняли участие в ежегодной конференции АМОСов 2019 и заняли 3-е место. Познавательный видеотур по учебным корпусам СФУ Мэтью снял вместе с другими студентами из стран Африки. Видео об университете сняли специально для ребят, которые пока не могут приехать в Якутск. Hello everyone. Building. It's called GUC. This is prepare you to become a well-qualified medical. and yeah. Definitely, it's all under one. Before I forget, it's called UCA. А я напоминаю вам наш WhatsApp номер 8 914 279 22 62. Как всегда, жду от вас ваши приветы, поздравления, пожелания и утренние новости. Вот как нам уже пишут телезрители, в Удачном пришла зима, всю ночь шел снег.
Вот такие вот новости из удачного. Так, а мы продолжаем наш эфир. С детства мы слышим: берегите сердце, сердце – это наш мотор. А как же этот мотор беречь? И сегодня во Всемирный день сердца мы решили поговорить об этом с кандидатом медицинских наук, старшим ординатором кардиохирургического отделения, врачом сердечно-сосудистым хирургом высшей категории Петром Петровичем Портнягиным. Доброе утро, Петр Петрович. Скажите, как нам подольше сохранить наше сердце, наш мотор здоровым и молодым? Что для этого нужно предпринимать? Ну, во-первых, для сохранения здоровья надо следить за этим, заниматься профилактикой, ежегодно проходить медосмотры. При проявлении каких-то жалоб, недомоганий надо обратиться к врачу, чтобы он провел диагностику вашего состояния и определил необходимость лечения. Угу. А на сегодня какие самые распространенные болезни сердца? Ну, в настоящее время наиболее распространенным заболеванием сердца является ишемическая болезнь сердца. Это заболевание, когда поражаются коронарные сосуды сердца, сосуды, которые питают сердце. В связи с этим у человека появляется одышка, боли за грудиной, общая слабость, быстрая утомляемость. Ну и в настоящее время данное заболевание молодеет. Уже не редкость, когда молодые люди, там 35-40 лет, заболевают ишемической болезнью сердца и нуждаются в хирургическом лечении. А вот какие симптомы должны насторожить? Ну, симптомы это симптомы, возникающие при недостаточности сердца, это одышка самая первая, да? Затем появляются боли. И человек, сам замечает, что ему стало тяжелее ходить, подниматься по этажам, появляется одышка, он часто начинает уставать. А скажите, вот сейчас, в данное время, очень много приверженцев активного образа жизни, спорта. Как это может отразиться на здоровье сердца? Ну, спорт в общем, он укрепляет организм, ну и сердце в частности, это увеличивается выносливость человека. Рекомендуется занятие спортом, хотя бы 5 раз в неделю по полчаса. Это можно легкая ходьба, кто может заниматься небольшим бегом. В общем, любая физическая нагрузка, такой повсеместная, она хорошо отражается на общем состоянии организма. Так что физическая культура, она нужна для здоровья. Вот вы сказали, надо периодически проходить медосмотры, кардиограмму. Да? С какой периодичностью, с какой частотой нужно это делать? Ну, для человека, у которого нету, в принципе, никаких жалоб на общее состояние здоровья, достаточно будет 1 раз в год пройти электрокардиограмму. Если же есть какие-то у пациента, или у человека жалобы, то ему там уже список обследования назначит терапевт, который будет его осматривать в поликлинике по месту жительства. Но так или иначе, раз в 2 года проходит диспансеризацию каждый человек. Ее не следует пропускать, потому что диспансеризация, она комплексно осматривает здоровье человека. И если человек будет привержен к своему здоровью, то будет все хорошо. Петр Петрович, а вы давно в кардиохирургии? Ну, да, стаж работы 18 лет. Здесь у нас в городе я с 2004 года, после окончания ординатуры. А есть ли в сердце, вот в этом органе, что-то, что еще может вас удивить? Ну, конечно, любое сердце, оно неповторимо, и каждое сердце удивляет по-своему. Потому что нормы, они складываются из того, что 1000 сердец, похожих друг на друга, это является нормой. Ну, а остальные, чтобы подобрать эту 1000, там, в общем, осмотрены миллионы сердец. Скажите, когда-нибудь наступит такая эпоха, когда вам некого будет оперировать, как думаете? Ну, вряд ли, пока человечество живо, заболевание сердца будет, скорее всего, всегда. Ну, если как-то в каком-то будущем дойдет до того, что уничтожат все заболевания, то только тогда. И ваши пожелания нашим телезрителям? Ну, берегите свое сердце,
занимайтесь физической культурой, профилактикой заболеваний. Особенно сейчас, вот, когда пришел сезонный грипп, уделяйте больше времени, больше внимания профилактике здоровья. Будьте здоровы. Спасибо Еще большое. раз поздравляю вас с Всемирным днем сердца. Спасибо вам большое, Петр Петрович. Желаю вам как можно больше здоровых пациентов, чтобы меньше к вам обращались за лечением, чаще за профилактикой. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания. Вот хочется завершить нашего гостя, продолжить стихотворением, которое отправил наш телезритель. Тук-тук-тук, стучит сердечко, это главный наш мотор. Пусть оно вас не подводит, пусть не гаснет в нем задор. Вот действительно это так, сердце главный наш мотор, который нам всем с молоду надо беречь. Продолжаем наш эфир, и прямо сейчас я вам предлагаю проверить свои школьные знания вместе с нашей традиционной рубрикой. Школьная рубрика в эфире. Сколько спряжений у глагола, помните? 6, да? 5 не ответить, да? 5. Там больше, наверное. Спряжение глагола? 3, не? 2. Не помню. 3, 2. 2 спряжения, точно, господи, конечно. 2 спряжения. 2. А какие окончания помните? Забыла. В чем измеряется мощность электрического тока? В джоулях. Вольты, амперы, вольты. Ватты. Ватты, вот. В ваттах. Киловатт? В киловаттах. Самое известное изобретение Альфреда Нобеля. Забыл. Не знаю, вот это не знаю. Я даже не знаю, за что он получил Нобелевскую премию. Ну, вернее, изобрел ее, наверное, да? Ну, этого человека вы слышали, Нобель, да? Премия есть, премия. А он вообще чем известен? Он был ученый в какой области? Физика, да? Химия. Динамит. Вы первый, кто правильно ответил. Тротил. Нобеля? Нобель. А это не он динамит? Он, правильно. Самый дорогой металл на Земле какой, как считаете? Титан какой-нибудь, нет? Платина? Сейчас платина, скорее всего. Даже не знаю, платина может. Алмаз. Алмаз это металл? Нет. Металл. Металл. Титан, наверное. Ну, ясно, что не золото. По-моему, что-то дороже есть. Кобальт, там еще что-то вот в этом роде. Искусственный именно или... Ну давайте, если вы так вопрос задаете, какой искусственный? Калифорний, кажется, был. Вы единственный, кто правильно ответил. Правильно. А почему он искусственный-то? По-моему, я читал где-то его, то, что его искусственно выявили. Луч света в темном царстве. Наверняка вы слышали эту фразу, да? А о ком или о чем идет речь? Луч. Луч света в темном царстве. Луч света в темном царстве. Какое-то произведение, классика какого-то, точно не могу сказать. Вообще я литературу очень хорошо знаю, но почему-то... Вы не помните. Что-то я не помню. Не, вообще нет. Да. Какая школа? 7-я? Ну, я только вчера смотрел YouTube-шоу про это. Это про Островского, «Гроза». Я хочу зачитать одно теплое поздравление. Сегодня 50-летие моего друга Захарова Николая из Амгинского улуса села Бетюн. Мои самые лучшие пожелания и крепкого здоровья всем близким, друзьям и родным. С наилучшими пожеланиями Скрыбыкин Александр Николаевич. Мы присоединяемся к поздравлениям и продолжаем наш эфир. В этом году исполняется 95 лет зарождения авиации в Якутии. В связи с этим мы в нашу утреннюю студию будем приглашать тех, кто решил связать жизнь свою с авиацией. Сегодня у нас Максим Александрович Зенков, ведущий инженер отдела инженерного сопровождения и планирования Якутия Техникс авиакомпании Якутия. Доброе утро.
Доброе утро, Мария. Ага, пожалуй, сегодня трудно найти людей, которые ни разу не поднимались в воздух на самолете, но мало кто задумывается, какие они проверки проходят. Вот в этом и заключается ваша работа, да? Да. Что входит в ваши обязанности? Расскажите, пожалуйста. Ну, в мои обязанности входит оказание технической помощи инженерно-техническому составу. Мгм. В процессе технического обслуживания возникает всегда очень много вопросов, Мгм. на которые надо оперативно отвечать, чтобы ну, те самолеты технического обслуживания выходили вовремя, Мгм. и пассажиры могли спокойно добраться туда, куда им нужно. Мгм. Вы, пожалуй, человек, который знает о самолетах все в буквальном смысле, изнутри, да? Ну да, наверное. вы правы. Где вы учились, когда решили вот связать свою жизнь с самолетами? Наверняка нас смотрят ребята, которые в будущем тоже хотят работать с самолетами. Ну, я закончил Московский государственный университет гражданской авиации. Мгм. В авиацию решил пойти, потому что примером служил мой отец. Мгм. Отец, ну, довольно серьезная фигура, ну, в авиации вообще России. Мгм. Он всегда был для меня примером, и поэтому я пошел по его стопам. Мгм. То есть вы такой потомственный. Да, да, Мгм. наверное, так. А как вы работаете? Посменно? Нет, я сам работаю, ну, по пятидневке, Мгм. по обычному графику, но зачастую приходится работать и в выходные. То есть, Мгм. если какие-то непредвиденные ситуации случаются, то приходится, ну, подключаться для оперативного решения производственных вопросов. Вот за один рабочий день сколько самолетов вы успеваете осмотреть, если можно так сказать? Ну, лично я самолеты не осматриваю, Мгм. осматривает инженерно-технический состав. Ну, сколько самолетов вылетает, столько их и осматривается. Ну, порядка 5-6 Мгм. самолетов. Вот на один самолет сколько времени можно потратить? Что там нужно проверить? Ну, в зависимости от объема запланированного обслуживания. Если самолет прилетает и сразу улетает, ну, тратится около часа. Мгм. То есть это послеполетный осмотр и перед вылетом. Мгм. А сколько раз вообще в год или в месяц, как считаете, проходят техосмотры с один борт? Ну, самолет очень сложная штука, и Мгм. проверять нужно все постоянно. Есть специальные документы, которые регламентируют периодичность, объем осмотров. Есть обычный осмотр, который проводится после каждого полета. Воздушное судно обходится, визуально смотрится его состояние. А есть и глубокие осмотры, включая осмотры с использованием разрушающего контроля. То есть силовые элементы проверяются на какие-то дефекты, которые даже не может уловить человеческий глаз. То есть для этого специальная лаборатория существует. Вот, и специалисты этим занимаются. Вот я где-то читала, что вам нельзя прерывать свою профессиональную деятельность даже на несколько месяцев. Это правда? Иначе придется защищать еще раз свою квалификацию. Да, все правильно. Ну, не несколько месяцев. У нас в Якутии отпуска по 2 месяца. То есть за это время, конечно, человек не теряет свою квалификацию. Но если полгода у человека нет подтверждения о выполненных работах, то ему придется по новой стажировку проходить и сдавать специальные экзамены местной квалификационной комиссии. Мгм. А вообще, с какой периодичностью нужно вот защищать свою квалификацию? Каждые 2 года надо подтверждать. Проходят курсы повышения квалификации, ну, то есть постоянно знания обновляются. Ну и вообще все время проходят различные учебы по человеческому фактору, авиационное законодательство постоянно. Ну и в первую очередь инженерный состав должен самообразовываться, постоянно изучать документы. Ну, собственно, если время есть свободное, у нас все инженеры техники занимаются изучением документов. Мгм. То есть это такая вместо настольной книги у вас, да? Ну, конечно, тут же ответственность за жизни людей, поэтому люди понимают то, чем они занимаются, и относятся со всей серьезностью Мгм. к своим обязанностям.
А вот в этом году 95 лет якутской авиации. Ага, что бы вы пожелали своим коллегам, всем, кто связал свою жизнь с самолетами, с авиацией, с небом? Ну, уважаемые телезрители, я бы в первую очередь вам пожелал мягких посадок, мирного неба над головой. Ну и получать удовольствие от того, что вы делаете, и радоваться каждому дню. Вот давайте еще раз напомним, да, где можно выучиться, вот на вашем примере, да, чтобы стать авиатехником. Ну, выучиться можно, среднее образование получить у нас в ЯТУГА, то есть первоначальное образование стать авиатехником. Ну и высшие учебные заведения, это Московский университет, Иркутский университет, Санкт-Петербургская академия. То есть выбор достаточно большой. Чтобы... А сколько лет вы уже в авиации? Ну, если считать именно практический опыт, около 4 лет. Около 4 лет, да? Да. То есть вы практически в начале пути, да, своем? Ну да, можно так сказать. А если вот вернуться на 10 лет назад, да, даже на 5 лет назад, вы бы связали свою жизнь с небом? Это работа мечты? Я думаю, да. Ну, небо — это прекрасно. Самолеты вдохновляют на самом деле. Это, ну, не передать словами, когда ты смотришь, как самолет взлетает или садится, ну, именно находясь на летном поле. Это замечательное ощущение. А вот вы являетесь потомственным авиатехником, ну, человеком, который работает в авиации. Хотели бы, чтобы ваш ребенок, ваш сын тоже связал свою жизнь с небом? Знаете, не хочу загадывать. Я хочу, ну, чтобы ребенок сам сделал свой выбор, как бы. Ну, если ему это будет близко, его душе, то я только рад буду. Вы поддержите, если он... Ну, конечно, конечно. Я поддержу любые начинания своего ребенка. Спасибо большое, Максим Александрович, за то, что этим утром подошли к нам в студию, за то, что поделились особенностями своей непростой работы. Мы желаем вам удачи, крепкого здоровья. Спасибо, вам тоже. И на этом мы потихоньку завершаем наш эфир. Оставайтесь на нашем канале, просыпайтесь каждое утро с новым днем. Мы желаем, чтобы этот день принес вам только хорошие результаты. Будьте здоровы!